Маша и Миша на секретной поляне. После того, как Маша и Миша нашли свой первый клад под древней елью, их рюкзачки пополнились настоящими инструментами исследователей: компасом и подзорной трубой. Теперь каждое утро детей начиналось с предвкушения новой загадки. И вот однажды, за утренним чаем, бабушка улыбнулась и рассказала им маленький секрет. Помню, когда я была такой же маленькой, как вы, мы с подружками ходили на одну секретную поляну. Земляника там росла, крупная, сладкая, как мед. Но найти ее непросто. Нужно дойти до лесного ручья, а оттуда идти строго на восток, мимо 3 старых берез. Маша и Миша переглянулись. Их глаза радостно заблестели. Это же настоящее задание для профессиональных следопытов. Дети быстро доели пирожки, поблагодарили бабушку, взяли свои рюкзачки, проверили компас и подзорную трубу. Бабушка дала им с собой корзинку для ягод, и маленькие путешественники весело зашагали в сторону леса. Лес встретил детей веселым шумом листьев. На опушке летали желтые бабочки, а в небе высоко-высоко плыли белые пушистые облака, похожие на овечек. Ребята быстро дошли по знакомой тропинке до лесного ручейка, который звонко журчал, переливаясь на солнышке. Миша остановился, достал из кармана круглый блестящий компас и положил его на ладонь. Синяя стрелка немного покачалась и замерла, указывая на север. «Так», — деловито сказал Миша, поворачиваясь на месте. «Север там. Значит, восток у нас по правую руку. Нам нужно идти прямо туда, где между деревьями пробиваются яркие лучи солнца». Дети свернули с протоптанной дорожки вглубь леса. Идти здесь было сложнее. Под ногами рос мягкий густой мох, шуршали сухие веточки, а трава доходила Маше почти до колен. Но друзья не сдавались. Вскоре впереди показались 3 огромные старые березы с красивыми белыми стволами. Путь был верным. Пройдя мимо берез, дети оказались перед густыми зелеными зарослями. Тропинка впереди резко уходила вниз,
в небольшую низину, заросшую высокой травой. «Подожди, Миша, давай проверим дорогу», — сказала Маша. Она достала свою верную подзорную трубу, поднесла ее к глазу и начала внимательно осматривать зеленую низину впереди. Подзорная труба помогла разглядеть то, что не было видно издалека. Среди обычной травы прятались огромные, сочные, темно-зеленые кусты с резными листьями. «Ой, стой!» — тихо воскликнула Маша, придержав Мишу за плечо. «Там внизу в траве прячется огромная низина с крапивой. Если мы пойдем прямо, то сильно обожжем ноги крапивой». Миша посмотрел туда, куда указывала Маша, и понимающе кивнул. Крапива была высокой и злой, но благодаря подзорной трубе Маши друзья вовремя заметили ловушку. Миша снова взглянул на компас и нашел безопасный обходной путь. Правее, по сухой песчаной горке, где росли только маленькие пушистые елочки. Дети аккуратно обошли опасное место и поднялись на небольшой холмик. И тут перед ними открылся удивительный вид. Это была большая, круглая поляна, со всех сторон окруженная высокими соснами. Солнечный свет падал прямо на нее, и вся поляна была усыпана маленькими, ярко-красными капельками. Запах стоял такой сладкий и ароматный, что у детей сразу потекли слюнки. Ребята нашли бабушкину поляну. Земляника здесь действительно была огромной. Маша и Миша присели на корточки и начали собирать ягоды. Сначала они, конечно, съели по несколько самых крупных и сладких земляничек, а потом дружно принялись за работу. Ягоды мягко падали на дно корзинки. Тук, тук, тук. Работа шла весело. Скоро корзинка была наполнена до самого верха, а пальцы у детей стали розовыми и вкусно пахли лесом. Когда солнце поднялось высоко над головой, счастливые Маша и Миша отправились обратно по своим же следам. На веранде их уже ждала улыбающаяся бабушка. Вечером они все вместе пили чай с самой вкусной,
ароматной лесной земляникой. А компас и подзорная труба лежали рядом с рюкзачками, готовые к новым приключениям.